Доброго всем дня. Продолжение моей истории. Еду в Нижний Бестях забирать Прадо. Там он в гаражике стоит. Сегодня прекрасная погода у нас. Вот сейчас паром почти что заполнился. Я вот уже как раз подошел. Люди меня отвезли сюда. Сейчас поеду. Например, право выглядит вот так. Заезд такой, так себе, скажем, не очинский. Ну, на джипах нормально. Вот сейчас еще пару машин заедет и все. Паром такой вот. Ладно, пошел я на паром, зайду. Сейчас без меня уедут. Ой, блин. Так вот у нас выглядит переправа. Для тех, кто не знает. Люди. Это не такие паромы, как, например, я не знаю, там в Таиланде я вот ездил только на паромах. Там сидишь, можно покушать, еще что-то. А тут вот лавки такие вот. Так вот. Все, отплываем. Он промывает этот трап. Так вот, полный паром. Половина парома плывет там. Видимо, на той стороне машин мало. Это хорошо. И все. Причалили. Добрый человек меня подвез до верха, получается. Иду на стоянку. Людям не терпится, хотят меня раздавить. Такой вот торговый центр здесь. В Бестях вот так вот выглядит. Песок. Как обычно у нас тут все в песке. Вот так вот. Там дальше магазины, столовки всякие разные. Мне вон туда. Как-то в этом кафе один раз кушали, я уже не помню, нормально, там нет. Это было года 2 назад. Вот такой вот поселок. Вот так выглядят старые постройки дореволюционные. Это я уже зашел в частный сектор. Вот эти будут сноситься дома, я так полагаю. Со временем что-то будет строиться. Так вот. 10 человек в 2GS даже можно найти. У него здесь объявление: парковка зимняя, летняя. Если кто-то, например, сломался, там можно и фуру загнать, отогреться, там сделать что-то, починиться. Вот бокс большой. Я сейчас иду туда, машина стоит там. Все, я подошел, жду. Сейчас человек выйдет, откроет ворота.
Так вот все это выглядит. Вот так вот выглядит все. Там большая собака у него. Не знаю, как порода. Алабай или типа того что-то. Так, ну все. Я машину забираю. Вот она завелась. Месяц стояла, главное, завелась эта машина. Вот она. Все хорошо. Купил, правда, батарейку на пульт. Села. Но это так все хорошо. Все прогревается. Поеду, куплю там домой что-нибудь, овощей каких-нибудь, плова, может, поем где-нибудь. По старой традиции зашел. Плов-центр открылся, говорят, недавно. Ну, довольно-таки неплохо, вкусно. 280 рублей. Цена, я считаю, нормальная, недорого. Плов-центр официально прокачан. Это как в сторону поднимаетесь в гору с переправы и налево в сторону Магадана, километра полтора по правой стороне. Очень вкусно. Я прямо объелся реально с одной порции. Даже чай не брал, потому что некуда. Ну вот, спускаюсь к реке на переправу. Льда нету, соответственно, уже конец мая. Якутск напротив. Сейчас посмотрим, что там будет с очередью. Я думаю, что не будет сейчас очереди. Но это не точно. Паромы плавают, ходят нормально. Так, ну я подъехал, что-то походу ни одного парома нету свободного, все уплыли. Придется мне ждать. Вон какой-то идет. Не знаю, что сейчас будет, сколько я буду ждать. Так, ну дорожка здесь пока делается, я так полагаю, что нормально все потом будет со временем. Так, вон у нас паром пошел. Так, что там у нас дальше? Светофоры. Так, все это выглядит у нас так. С каждым годом все лучше и лучше. Оборудовали камеры, светофорчики. Но еще бы асфальтик сюда сделали, было бы вообще красота, конечно. Вообще я попадаю первый раз вот на такую развилку. Она была такая полу непонятная. Сейчас что-то вроде более-менее организовано. Светофорчики вон сейчас, я так полагаю, подъедет паром и зажгется зеленый свет светофора и нас пропустят. Течение такое хорошее. Вот люди туда-сюда ездят. Кто к родственникам, кто там, не знаю, дальше куда-то, кто-то в район, в сторону Магадана. Жизнь идет. Вот там грузится, я так полагаю, какие-то специализированный транспорт какой-то, под какую-то контору, что ли. Так вот. Что я скажу, все довольно-таки четко организовано. Заезд, шлагбаумчики. Сначала проезжает один шлагбаум, второй закрытый, люди там накопитель накапливается, как говорится. Всех пропускают. Все вот так вот. Бетонка, раньше тут ничего не было, тут грязь была. Вот паромчик. Вон эсквайра гонит кто-то. Много их стало у нас в городе, эсквайров. Стоим пока. Так, небольшая очередь. Я думаю, всех запустят, все поедут. Все будет нормально. Вот так вот все происходит. Заезжаем на паром. Места много. Так вот все выглядит у нас. Так, ну цена паром Прада 650 рублей.
я оплатил. Все хорошо. Все. Простоял на стоянке, я простоял в очереди минут вместе с загрузкой парома 40 минут. Сейчас будем еще идти, не знаю сколько, минут 30-40. Так что все хорошо, все идет по плану. Ну все, Якутск, приехали, приплыли. Сейчас объезжаю и на моечку, машину помою, протру в салоне. Там накупил я еще вот всяких яблок, бананчиков и тому подобных фруктов. И все, и выдам машину заказчику. Что, ребята, все готово у меня. В моечке нахожусь, машину помыл. Сейчас по кругу пройдусь. Ни одного косячка за время перегона, ничего не было. Как купил, так все и осталось. Такой вот аппарат. Ну, конечно, мойка, так, скажем так, быстрая мойка, но более-менее. Если ее мыть, то надо мыть еще лучше. Так. Ну, естественно, вот этот грязище, надо тут отмачивать все это, химией, все это мыть. Вот так, все. Сейчас поеду сдавать машину заказчику и ждем следующего заказа, веселого, хорошего.